4 смертельных пожара произошло на минувшей неделе в Республике Башкортостан. Также участились случаи возгорания травы. Их зафиксировано 17 в 14 муниципалитетах региона. Давайте об этом сегодня обсудим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Виталий Барзекин, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Виталий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начинается осень, но, в принципе, наверное, у представителей ЧС и сотрудников ЧС и нет, в общем-то, спокойного времени года. Но именно сейчас как раз наступают холода, приближается зима, и число пожаров все-таки увеличилось или нет? Ну, да, можно сказать так, что именно с похолоданием количество пожаров увеличивается, то есть оно ежегодно этот период происходит. При этом и гибель на пожарах тоже бывает, что увеличена. Но в целом статистика у нас отрицательная динамика по количеству погибших на пожарах, то есть идет сокращение. Ну, я думаю, что сокращение это идет не просто так, а именно благодаря предпринимаемым мерам, которые Госкомитет проводит, профилактические мероприятия, потому что наши инженера профилактики посещают жилища граждан, раздают всевозможные памятки по правилам поведения, как нужно себя вести. Также одним из немаловажных фактов – это обеспечение граждан пожарными извещателями. То есть у нас, согласно постановлению правительства, 15 категорий граждан, которые мы обеспечиваем извещателями. Также в текущем году по поручению Радия Фаридовича вступил в силу пилотный проект в ряде муниципалитетов по установке извещателей GSM-модулем, то есть с обратной связью. Именно по этой программе именно оборудуются граждане, имеющие инвалидность, которые имеют инвалидность по зрению, по слуху. Именно статистика еще у нас пока, так скажем, нету, поэтому, но при статистика по извещателям именно без GSM-модулем, то есть у нас достаточно хорошая. Более 1000 человек было спасено человеческих жизней, из них более 400 человек, это дети, были спасены. Именно при установке и разработке данных извещателей. Виталий Викторович, ну вот мы сказали о том, что у нас произошло на минувшей неделе 4 смертельных пожара. Расскажите, где они случились? И понятно, что предварительные, наверное, причины возгорания уже можно назвать. Ну, по причинам пожаров еще проводятся оперативно-следственные мероприятия. Но предварительные же есть? Ну, пока еще не буду озвучивать, но тем не менее пока ведутся. Потому что на первом этапе не всегда бывает понятно определить причину пожара. Но, тем не менее, инженеры профилактики Госкомитета по ЧС также находятся на местах, участвуют в работе следственных органов по выяснению причин пожаров. Сколько человек погибли в этих пожарах? 4 человека. К сожалению, погибло 4 человека. Какой возраст это в основном? Пенсионеры или это молодые люди, дети? Как есть и пенсионеры, пенсионного возраста. Детей, к счастью, не погибли. Также и рабочее население тоже. Давайте поговорим в целом по статистике, какие основные причины возгораний именно в осенне-зимний период? Ну, в осенне-зимний период наибольшее количество пожаров – это электротехнические причины. Потому что люди начинают пользоваться обогревателями, нагрузка на электрические сети возрастает, зачастую не рассчитана на те или иные обогревательные приборы. И сами электронагревательные приборы, мы сами с вами понимаем, что нужно пользоваться именно заводского изготовления, а не кустарного производства. Также бывают случаи, когда неисправны именно розетки, куда приборы именно подключаются, подсоединяются. Также причинами является оставление без присмотра этих электронагревательных приборов. Бывают случаи, когда люди, пытаясь на электроприбор посушить вещи, оставляют также их без присмотра, тоже могут являться случаями возгорания. То есть основная рекомендация именно в этот момент, что если пользоваться электрическими приборами, то очень внимательно, можно ли их на ночь оставлять? На ночь желательно не оставлять электрические приборы без присмотра, потому что зачастую все вот эти случаи, когда происходит в ночное время, когда электроприбор включен в розетку, происходит, соответственно, какие-то опасные токовые явления, происходит замыкание, и человек во сне
соответственно, не видит, не слышит. А для того, чтобы потерять сознание, достаточно 2-3 вдоха, и, соответственно, человек уже теряет сознание, уже трудно ориентируется в задымленном помещении. Причинами возгорания могут послужить и те электроприборы, которые остаются включенными в розетку. Да, они могут быть напрямую не эксплуатироваться, например, чайник, стиральная машина, но их лучше обесточивать, правильно понимаю? Ну, желательно, да, потому что есть и случаи, когда включенные приборы, вроде бы при этом сам прибор отключен, но находится подключенным к электросети, бывают такие случаи возгорания. Поэтому желательно обесточивать, особенно когда, уходя из дома, все приборы выключать из электрических сетей. Очень часто оставляют телефонные зарядки в розетке, да, телефон могут сам убрать, а вот зарядку оставляют. В этом ничего нет опасного? Знаете, вроде все бы зарядки сертифицированы, все как бы все показывает на то, что можно их оставлять. Но желательно лучше не оставлять. Всякое может быть. А бывали случаи именно возгорания из-за телефонных зарядок? Бывали. И не единичные. Бывали случаи, когда телефон находился сам на зарядке, когда телефон просто без зарядки находилась, подключена к электросети. Тоже были случаи возгорания. Если сейчас у нас среди телезрителей есть люди, которые живут на селе, которые используют и печное оборудование, вот вроде бы тоже мы очень часто об этом говорим, но тем не менее, давайте еще раз напомним, какие здесь должны быть правила эксплуатации печи. Самое простое, это, по-моему, побелить печь для того, чтобы увидеть, что где-то есть щель для дыма, выход. Ну да, правильно вы сказали, то, что печь должна быть, чтобы видно было, где происходит утечка, так скажем, дыма через печь. Ну, плюс к этому еще необходимо, чтобы был перед печью притопочный лист соответствующих размеров. Ну и обязательно нужно следить за тем, как происходит. Нельзя перегружать печь, чтобы не было перекала печи. То есть должно быть, соответственно, выход дымохода правильно выполнен на кровлю, чтобы не было горячих соединений, соответственно, с элементами кровли. То есть это тоже может являться причиной пожара. Ну и самое главное, не перегружать печь. То есть мы как бы стараемся, может быть, кто-то старается побольше нагрузить ее, положить побольше дров, тем самым потом думая о том, что она дольше будет как бы греть. Ну, поэтому рекомендую лучше помаленьку подтапливать ее. То есть тем самым не перегружая. Мы еще говорили с вами о том, что в 14 муниципалитетах произошло 17 случаев возгорания сухой травы. Вот расскажите о причинах. Ну, основными причинами это является то, что наши граждане, это человеческий фактор, выходят на природу, оставляют непотушенными костры после себя. Соответственно, также курение. Любой сейчас в данную сухую погоду, любой брошенный окурок может также привести к горению сухой травянистой растительности. Поэтому основные причины, то есть если вышли на природу, соответственно, развели костер, за собой нужно его потушить, лучше, соответственно, прикопать его, засыпать землей, чтобы не было никаких... Невозможно было при усилении ветра, его могло раздуть, и угли куда-то могли бы разлететься. Поэтому лучше прикопать, пролить водой, убедиться в том, что возгорания не будет повторного, ну и, соответственно, быть с места. Мы с вами сегодня говорим не только о пожарной безопасности. Вот осенью сейчас время, когда очень многие отправляются в лес. И насколько часто сейчас случаи именно, когда вот люди, грибники, заблудились. Есть такие? Да. То есть на этой неделе у нас таких случаев не было допущено. На предыдущей неделе такие случаи были, не единичные. После дождей особенно люди идут в лес собирать грибы. При этом вроде бы как бы берут с собой средства связи, но не везде берет связь. И люди теряются в ориентации. А самое основное, это когда ты ушел далеко и заблудился, начинается паника у людей.
люди начинают еще дальше, вглубь уходить. Поэтому и Госкомитет ПЧС, и также неоднократно на сайте Госкомитета ЧС вы можете посмотреть всевозможные памятки, как нужно себя вести, если вы заблудились в лесу. Нужно в первую очередь прислушаться, может быть, какие-то звуки проезжающих машин, то есть это поблизости дорога, автомобильная дорога, железная дорога. Также посмотреть, если где-то находитесь рядом с водоемом или с речкой, то есть направление движения, то есть идти вдоль ручья. То есть ни в коем случае хаотично, потому что, как показывает практика, человек по лесу ходит по кругу. То есть по своим же тропинкам. Поэтому нужно все вот эти меры посмотреть на сайте и все эти меры соблюдать. Вот вы сейчас сказали о том, что если вы оказались в лесу, то обязательно прислушайтесь, может быть, вы услышите шум машин, которые недалеко, допустим, на дороге. Мне кажется, что когда остаешься в лесу, то прислушиваешься, и каждый шорох становится таким источником для ужаса. Виталий Викторович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что как нужно вести себя и, в принципе, как нужно соблюдать правила безопасности для того, чтобы нам было меньше о чем с вами здесь в студии говорить. И лучше прислушиваться не в лесу к шуму, а прислушиваться к советам, которые прозвучали сегодня в программе «Интервью». Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.